тысячелетней Казани. Карина Насруддинова, Адель Мендубаев, Вести, Татарстан. Нынешняя универсиада не только спортивная, но и культурная. На неделе в Казани открылся культурный парк. Он будет работать все дни студенческих игр. В театрах тоже специальные программы. Можно заглянуть в выставочные залы. Там открыты специальные экспозиции. Наш корреспондент Екатерина Белалова заглянула в казанскую афишу. Легендарная бродвейская опера «Порги и бес» Гершвина о трагической любви открыла уникальный музыкальный фестиваль «Шаляпин-Нуриев Казань». События разворачиваются в поселке афроамериканцев. Певцы, исполнители главных партий приехали из США, Великобритании, Аргентины и ЮАР. Международный музыкальный фестиваль «Шаляпин-Нуриев Казань». То есть объединены вот эти две фамилии, они все-таки обладают, наверное, большой притягательной силой. Ну вот кто бы вот так мог подумать, что 5 числа касса открылась, 8 она закрылась. Билеты разобрали молниеносно. В программе фестиваля премьеры последних лет. Опера Евгений Онегин, дирижер Михаил Плетнев, Аида, Турандот, балеты «Спартак», «Анюта», «Лебединое озеро». 15 июля премьера новой редакции татарского балета «Шурале». А 16-го впервые в Казани покажут спектакль на музыку Чайковского и Ситковецкого «Онегин» Санкт-Петербургского театра современного балета Бориса Эйфмана. Программу завершит гала-концерт с участием оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Музыка Сергея Рахманинова вновь на казанской сцене. Это 3-й международный фестиваль Рахманинова «Белая сирень». В большом концертном зале, как всегда, аншлаг. Послушать виртуозную игру солиста Дениса Мацуева пришли сотни поклонников. Рахманинов для меня это нечто совершенно особенное, потому что мне он очень близок. Я его играю по всему миру. И мы познакомились с внуком Александром Борисовичем уже 8 лет назад. К сожалению, его уже нет в живых, он ушел в прошлом ноябре. И концерт, который был, он, можно сказать, и день памяти, потому что 3-й концерт Рахманинова был его любимым концертом. В Качаловском театре в связи с реконструкцией постановки пройдут на малой сцене. Это уже адаптированные к ней спектакли «Уважаемые граждане», «Вишневый сад» и «Дядюшкин сон». В театре ожидают наплыв иностранцев, так как фамилии Достоевского и Чехова очень популярны за рубежом. К тому же формат малой сцены необычен для зрителя. Это так называемый театр единой среды, где зритель вместе с артистом находится настолько близко и плотно, что это как бы неразделимо. Поэтому он настолько больше является соучастником спектакля, нежели на большой сцене. Все-таки зрительный зал и сцена, они разделены порталом, а у нас этого портала на малой сцене нет. И на каждом спектакле у нас по-разному трансформируемое пространство. В репертуаре Тюза 8 постановок, которые пройдут в дни универсиады с синхронным переводом на английский язык. Это «Женитьба Бальзаминова», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Вкус меда» и другие спектакли. А вот театр Галиаскара Камала обеспечит синхронный перевод сразу на 4 языка – русский, английский, испанский и французский. Визитная карточка театра – пьеса «Голубая шаль». Есть куда сходить и с детьми. Щелкунчик, Красная шапочка, Чебурашка, Шурале и другие персонажи в одноименных спектаклях. Таков репертуар театра кукол. Ежедневно работают до 9 вечера и многие выставки. Узнать все о спорте, современном или античном, можно, изучив экспозиции в музеях. Темы везде разные. В центре Эрмитаж Казань работает уникальная выставка про Олимпийские игры. Значительную часть экспонатов посетители увидят впервые после реставрации. Кроме того, в музеях можно познакомиться с русским и татарским искусством. Так, в Национальном музее республики можно посмотреть, что носили татарские девушки больше 300 лет назад. Экспонаты привезли из 48 лучших музеев страны. Это не только наряды, но и обувь и украшения. Вообще считалось, что богатая женщина имеет такое количество украшений, которое как бы по весу могло доходить до 2-3 килограммов. Даже есть такая поговорка старинная о том, что татарскую женщину легче раньше услышать, чем увидеть, потому что издалека ее походка сопровождалась позвякиванием украшений. Союз художников СНГ подготовил экспозицию с фотографией и картин. Они знакомят посетителей не только с красотой спорта, но и строений Казани, объектов универсиады. Увидеть олимпийскую медаль советского времени, билеты на Олимпиаду в Москве и другие предметы символика игр можно в музее соцбыта. Выставка «Советский спорт» покажет, что носили спортсмены того времени, как выглядели советские кеды и откуда появился символ игр. Кроме того, каждый день возле Кремля работает парк универсиады со своей развлекательной программой. Там 15 июля состоится премьера оперы на татарском языке «Белый волк». Узнать все подробности об афише и билетах можно на сайте студенческих игр kazan2013.ru и по телефону горячей линии. Екатерина Белалова, Ленар Хабибуллина, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан.